Привет, друзья! Меня зовут Николай Дедок. В этом коротком видео я представлю вам свой труд, книгу «Цвета параллельного мира», которая, я уверен, будет интересна всем, кто сегодня борется за перемены и справедливость в Восточной Европе, и не только. Тюрьма – крайне важный институт в жизни общества. Поняв суть и строение тюрьмы, можно легко понять суть и строение государства, да и многие моменты общественной жизни и в поведении людей. 5 лет я провел в тюрьмах и зонах Беларуси по обвинению в акциях прямого действия, совершенных от имени анархистского движения. Было время подумать, понаблюдать, порефлексировать. Накопился богатый опыт, фактически эмоциональный, моральный. Выйдя на волю, я решил, что этот опыт обязательно нужно проанализировать, чтобы он был полезен всем, кто может попасть под пресс государственной системы. Итогом этого анализа и стала книга «Цвета параллельного мира». В ней 16 эссе, каждая из которых освещает тюремную реальность своим цветом. Ведь тюремная жизнь не сера, как может показаться. Она также многообразна и многоцветна, как наша условная воля. «Цвета параллельного мира» — это не только аналитика. Есть в книге и наблюдения, и зарисовки из повседневной жизни, и смешные истории об удивительных вещах, происходивших со мной и окружающими. Многое из написанного навсегда врезалось в память и сильно повлияло на мое мировоззрение. С начала так называемой криминальной революции в странах СССР, пресловутые 90-е, крытые стали средоточием тех самых отрицалов, живущих по воровским понятиям криминальных авторитетов, создающих головную боль для администрации лагерей. Блатных, которых не брали ни лагерное ШИЗО, ни ПКТ. Их сплоченность, приверженность понятиям и готовность к насилию для насаждения своих порядков неизбежно требовали изоляции в условиях камерной системы. Но времена поменялись. Организованная преступность в Беларуси была передушена, не считая, конечно, семьи, что стоит у руля. Частью ликвидированы эскадронами смерти, частью измельчали и перегрызлись между собой воры в законе. Лагеря были поставлены под контроль администрации. В них, выражаясь языком мусоров, была достигнута стабильная оперативная обстановка. По идее, крытые должны были исчезнуть, или, по крайней мере, их количество должно было уменьшиться. Однако не такова бюрократическая советская, а значит и лукашистская логика. Каждая крытая, не менее сотни сотрудников ДИН МВД, стабильное финансирование из бюджета, также стабильно распиливаемое администрацией. Это и широкие коррупционные возможности для кумовьев и режимников. Так разом взять и прикрыть это все лишь потому, что в Беларуси не стало криминальных авторитетов? Ну уж нет. Если тюрьма есть, кто-то должен в ней сидеть. Система выбрала другой путь. Раз средний зэк стал более послушен, мы просто понизим критерии для отправки туда. И крытые вновь наполнятся людьми. И вот уже с середины нулевых в Могилевской, Жодинской и Гродненской тюрьме становится все меньше разного рода свезенных с зон блатных и смотрящих, и все больше простых мужиков. Попасть в крытую стало возможно, если ты протянул на зону мобильник, поставил брагу, поругался с начальником отряда, писал жалобы на администрацию, отказался нести локальный участок, просто подрался с другим зэком. При мне в Могилевскую крытую заехал парень за то, что облил завхоза водой и сказал, что это моча. Администрации зон стали активно пользоваться крытой как свалкой для всех проблемных элементов. Кто-то проиграл большую сумму денег, в крытую его, чтобы в зоне голову не набили. Кто-то скрысил у других арестантов, будут чмырить, повеситься еще, в крытую его, от греха подальше. Туда стали отправлять даже обычных петухов, по какому-то никому неведомому принципу. Так и Могилевская крытая на момент моего приезда туда, 7 декабря 2012 года, являла собой корпус тюрьмы с населением около 220 человек, в котором, собственно, блатными, криминальными авторитетами и профессиональными преступниками являлись около 20. Остальные же, за небольшим исключением, представляли собой контингент, перечисленный выше. Блатные делили с администрацией власть в тюрьме, и в этом дележе мужицкого пирога каждый получал свое. Администрация – управляемость и отсутствие эксцессов, блатные – право собирать свой общак, чувство собственного превосходства над серой массой вязаных и многочисленные привилегии от мусоров. Благодаря усилиям моих товарищей, переводчиков, редакторов, верстальщиков, эта книга была переведена с белорусского языка и издана на русском в издательстве «Лихой Стар». Купить ее можно в Москве, в магазинах «Фаланстер» и «Циолковский», и в Питере, в магазинах «Кирпич» и «Все свободны». Стоимость 250 русских рублей. Я буду очень рад, если вы прочтете эту книгу, а еще больше буду рад, если вы оставите на нее свой отзыв. Сделать это можно легко, подписавшись на мои странички в соцсетях. Спасибо за внимание, всем добра!